очередь из роботов собралась. Может что-нибудь включить? Надо включить цвета. Так, сейчас я включу малышам. Yeah. Yeah, no problem, man. Еще разговаривают со мной. Вообще, такие малыши. Сейчас подождем, когда загорится. Загорится красный. Малыши не могут без людей вообще даже дорогу ночью перейти. И сколько они так стоят, бог его знает. О, сейчас поедут. Давайте, ребят, поехали. Зеленый. О! О! Красавчики. Удачи, братаны. Что вот я дошел до места, откуда меня будет забирать шаттл до аэропорта города Орландо. Это примерно 70 миль отсюда. Стоит он всего $45. Вот это, в принципе, выгоднее даже, чем на своей машине ехать, с учетом цен на бензин. Сейчас 3,75 стоит галлон. Вот. Так что сейчас жду, уже время 2 ночи. Поеду. Ой, блин, как бы ты ни готовился к путешествию морально, да? Как бы не готовился, думал, вот у тебя есть время, месяц, ты такой смелый, думаешь, ой, хочу, но в самый момент, когда тебе нужно выходить из дома, закрывать дверь, целовать своих детей спящих, слеза так и наворачивается, конечно. Но я, конечно, за эти года немножко зачерствел, слезы так не льются, хотя очень хочется, но не получается. Вот. И в этот момент надо просто взять себя в руки и делать то, что должен. Делать то, что хочешь. Вот, потому что иногда такие прокрадывались сейчас такие моменты, мысли, сомнения, что, блин, может, нафиг мне это все нужно, блин. Сидел же хорошо, сижу хорошо во Флориде, в тепле. Никаких проблем, в принципе, нет, ну как, никаких проблем. Так, ну вот, единственная проблема, что не занимаюсь своим делом. Вот, а так все хорошо, конечно. О, едет моя маршрутка. Фу, короче, сдал багаж сейчас. Чуть-чуть превысил норму, пришлось некоторые вещи выложить и с собой сейчас взять. Там буквально спальник и вещи. Сейчас иду на досмотр и уже ждать рейс.
Офигеть, тут аэропорт вообще огромный. Орландовский. Тут вообще отдельное здание. Сам терминал, куда надо, ну, где все проверки идут. И сейчас вот я к воротам приехал на этом поезде. Обалдеть. Да я даже не знал. Я сколько раз здесь был, но снаружи. Все, наконец-то уселся. Спать хочу, капец. Прям впритык успел, короче. Вот, сейчас поедем в Миннесоту. Крутится, вертится. А, сколько показывает там. Сейчас в Миннесоте вышел. Меня... Блин, язык заплетается, спать хочу, вообще не спал. В Миннеаполисе я сейчас. Тут 2 градуса всего тепла. Капец, блин. Аж холодно, иду вот по этому выходу. У меня сейчас одно чувство — долететь до речки и упасть там в лесу ближайшем и выспаться просто. Устал очень, прям спать хочу. Ничего не охота спать. Блин, я не выдержал, короче. Купил гамбургер с картошкой и колой за $17. Блин, голодный уже. Еще и полет на час перенесли. Все, началась посадка наконец-то. Прикольно, сел на самолет в Монтану, а мне показывает, что мы куда-то в Бельгию летим. А нет, даже в Нидерланды. На границу, короче. Нормально. Пролетаем над Миссури. Скоро буду проплывать здесь. Но до этого еще далеко, конечно. Фух, неужели? 6 часов полетов, даже 7, наверное. Я наконец-то в скалистых горах. Фух, даже не верится. И погодка-то обалденная. Судя по прогнозу, было 2 суток дождей. Теперь вот так. Такой уютный аэропорт. Прикольно. Ух ты, каминчик здесь. Красота. Вообще так уютно. Прям вот запад-запад. Американский дикий запад. О, сумочка моя приехала. А я переживал. Вон Kia Sportage едет моя Джон.
Поехала моя такси, оставила меня здесь. Вот, сейчас пойду к речке. Вот это один из рукавов речки Желатин. Это маленький рукавчик, она потом соединяется с основной. А вон там форель ловят, наверное, рыбаки. Так, ну кто хотел снега-то? Я хотел снега. Опа. Опа. Сейчас измазюкаю сразу. Устал переть. Но приятно так, вот эти сумищи сейчас. Наверное, полмили прошел по лесу, по тропинке. Ну кайф. Вроде тут хорошее место для ночевки, кстати. Ой, хорошо. Тепло, такой ветерок хороший. Ну как тепло, 14-15 градусов. Нормально вообще. Вот, наверное, здесь и буду сплавляться. Не знаю даже. Посмотрим. Сразу тут такой порожек хороший. А вот сейчас я вышел к речке Желатин самой уже. Это не рукав. Ее основное течение, основное русло. Вот. И вот это первый этап на самом деле будет у меня самый сложный. Это примерно 20-25 миль до места слияния трех рек. Вот Желатин, Мэдисон и Джефферсон. И начинается Миссури. Это примерно 25 миль ниже по течению. И вот эта вот река Желатин, она как кишка вообще. То есть она довольно опасная. Много всяких веток, коряк, даже если с Google Maps смотреть. Ну и так понятно. В принципе, вода есть. Я боялся, что может быть настолько мелководная. Но нет, нормально. Но все равно опасно на перекатах, конечно. Об булыжники врезаться, задеть не хочется. Буду предельно аккуратен, конечно. Но я буду... Ой, не сегодня сплавляться, конечно. Я хочу выспаться нормально. Спокойно собраться завтра. Надеюсь, будет погода благоволить и дождя не будет все-таки. Бобров здесь мерено-немерено. Плотин много очень. Погрызов. А вот сейчас к реке вышел. Вот вся грусть пропала. Какая-то грусть была, а вот сейчас как на своем месте. Хотя в месте, в котором я никогда не был, но природа, она всегда какая-то своя. Вот журчание воды вот, и всего остального. Так хорошо на душе сейчас. Наконец-то добрался, все эти перелеты замучили вообще. Что хорошо все. Коснулся почки, у нее тут такая смола вкусная, так вкусно пахнет, обалдеть, тут вообще везде весной так пахнет, тут самая весна в разгаре, еще снег не везде растаял, самую весну я застану, это такой кайф. Во Флориде, конечно, бедновато на запахи, здесь прям вообще такое удовольствие. Я еще просто не осознаю, у меня мозг вообще не работает сейчас, не выспавшийся, не спавший. О, сейчас буду палаточку ставить. Палатку купил с Амазона, Night Cat фирма, я не знаю эту фирму.
Но она, по сути, такая же, которая у меня была, нормаловская. Это наша российская, там, питерская компания. Вот, она, по сути, идентична по всем вообще показателям, по всем схемам решения. Фух, все, разложился. Палатку поставил, коврик надул. Коврик у меня надувной. Вот. Спальник этот вообще старый. Он еще, по-моему, с восточного кочевья большого. Вот. Все нормально. А сейчас пойду набирать воды прямо из речки. Я не брезгую, здесь речка, она горная еще. Вполне чистая. Я специально купил фильтр. Вот этот фильтр так выглядит. Идет по трубке. Вот сам фильтр, из него уже вытекает вода. Надо закрыть. Опа. Перекрыть. Все, не хватит водички. Водичка вообще вкусная. Такой прям талая вода. Прям чувствуется талая вода. Надо ей наслаждаться здесь пока, потому что там дальше, ниже уже все будет не то. У нее даже запах обалденный. Время 4, 5 час. Закаты здесь где-то 8:20, то есть до заката еще далеко. Что-то погода такая испортилась. И дождик накрапывать начал, и холод пришел. Настоящая горная погода такая. С гор сразу надувает, и прям прохладно. Я спать хочу. Я хочу лечь, спать, выспаться и до утра прям спать. Место тут спокойное. Должно быть. Это Монтана. Никаких вопросов не должно быть. Это не Мэриленд какой-нибудь, где даже рыбачить нельзя без лицензии. Полицейские проверяют, ходят. Здесь как дикие штаты, запад, дикий запад. Кайф. Кайфую. Так хорошо в палатке лежать, когда еще дождик там накрапывает. У меня тут еще, кстати, есть звездочка. Мне ее Аечка подарила, чтобы по ней напоминала все время. Она светится так же, как она. Дочина. Спать. Нормально дождь зарядил. Уже закат. Я уже поспал чуть-чуть, ну еще буду спать. Вот, испытание палатки хорошее. Фу, все, доброе утро. Проснулся, сейчас время где-то 8 утра по местному. По моему флоридскому уже 10 утра. Разница, кстати, 2 часа. На 2 часа назад. Вот. Сейчас примерно 1 градус тепла. 0, 1. Наверное, 0 даже. Пару. Замерз ночью, офигеть. Короче, надо было спальник новый покупать, другой. Ну, блин. 0 он не тянет, как бы я подзамерз уже. Снега он лежит еще.
Так что этой ночью я лежал и думал, нахер, блин, я приехал. Сидел бы в своей теплой Флориде. Блин. Ну что, сейчас встал, блин, буду собираться потихоньку и собирать каяк. Так, сейчас собираюсь, все вещи перетащу на берег и начну уже надувать каяк и компоновать его вещами, снаряжением. Я этого не делал, даже не знаю, ну, должно все поместиться. То есть у меня уровень подготовки, как обычно, мой метод, вообще никакой подготовки. Обычно надо было для этого, да, уже надувать каяк. Мне этот второй каяк пришел, тот я сдал. Вот, и я этот каяк даже не распаковывал. Я не знаю, может там он вообще с дефектами. Вообще будет прикол. Ну, будем надеяться, что нет. Вот. По-хорошему, надо было все это опробовать еще там во Флориде. Со снаряжением уже, со всеми вещами поплавать. Ну, я этого не делал. Ну, ничего, нормально. У меня всегда так. Главное оставлять в этой жизни только светлые пятна. Лодка вся задубевшая, не хочет раскрываться. Ах, сейчас момент истины будет. Ведь без подготовки, без ничего, хотя бы на спокойной воде это все опробовать. Всю эту груженую баржу. Но ничего. Я заряжен все равно. Волнение такое. Первый раз никогда вот не сплавлялся. И тем более по таким рекам-то вообще. В пучину сразу. Ладно. Фу! Я прошел первый порог. Было кайфово. Страшно, но кайфово. Страшно больше из-за того, что лодку так мотает, надо бы рулить, короче. Вот. Ну, блин, это круто было. Вот сейчас запишу пока прям на эмоциях. Вот сейчас возле моста встал, это буквально вот рядом я прошел. Вода спокойная уже. Блин, ну это круто, это классно. Но тут еще 20-25 миль вот такой вот речки. Будет очень много моментов интересных. Коряк, деревьев, вот тут дерево прям надо мной прошло, там такое длинное. И никак не обойти его было вообще.
Ой, опасное место тут. Разворот такой. Серьезный. Вот я спешился посмотреть, потому что страшно, там разворот и прям на деревья. Ну что, в принципе, дном камни задеваю. Но это как бы не самое страшное, потому что камни все круглые. Ну, не должно быть каких-то проколов. Конечно, слишком часто тоже тереться не надо, а то так перетрется. Но это было пару раз на самом деле. Вот сколько я проплыл. Может милю, может меньше, не знаю. Вот. А так, в принципе, вот эти водовороты опасные. Перекаты вот эти. Вот это кишка вообще. Если бы она была бы не кишкой, может быть, ну, было бы нормально. Тут она кишка с таким разворотом. Не буду рисковать, не хочу. Выбрал протоку, блин, а тут бобры все время засаду устраивают. Ладно, ничего. Все, приехали. Попал под дерево, боком встал, короче, из-за этого, и меня развернуло. Не успел я в самую широкую часть попасть. Блядь, бобры ебаные, блядь. Пиздец, весь мокрый. Фу, хорошо лодку удержал, а то могла бы она уплыть еще. Пиздец. А вот что-то у меня уплыло. Блядь. Бля. Насос, походу, уплыл. Ох, блин. Полчаса, наверное, даже больше разводил костер. Все сухое, все мокрое, короче. И, блин, сразу же подошел какой-то старик, ну, он за речкой. Говорит, здесь пропорции, говорит, уходи отсюда. Сейчас, говорит, полицию буду звонить. Ну, пусть звонит. Хрен, я ему говорю, что я мокрый. Он, ну, он то ли не слышит, то ли ничего. Просто, говорит, сейчас кого-то вызовет. Ну, пускай вызывает как раз. Если что, мне помогут. Может, куда-то отвезут. Мне насрать, блядь. Мне главное высушиться сейчас. Адреналин проходит немножко, и мне сейчас холодно становится уже. Фу. Фу, греюсь. Кому-то звонит старик там. Блин, вот мне интересно вот этот private property. Здесь никаких нету этих указателей, ничего. Ну, даже если бы указатель был, мне бы насрать было в данном ситуации, потому что мне холодно, мне надо разогреть костер. Вот, а тут, блядь, орет старикан, блядь, private property, он за речкой живет, блядь, так может любой чувак вообще подойти, кому угодно сказать, здесь private property, блядь, да пошел нахер вообще, реально private property, блядь, пиздец, блядь, Америка, конечно, в этом плане дает жару, блядь, своими private property, для путешественника здесь, конечно, в этом плане нелегко. Ох. Короче, полицейский сейчас пришел, он там тоже на той стороне. Ну, он с пониманием отнесся, как бы нормально все. Взял мои данные, говорит, ну, какие мои планы дальше, говорит. Ну, я говорю, типа, у меня часа 3-4 надо, чтобы высохнуть все дела. Вот, и он говорит, что, короче, кемпинг на вот земле тут нельзя, типа, если на камнях, потому что камни это, типа, территория реки, то можно. А тут везде, типа, public landing, короче. И нельзя, типа, тут палатку ставить. Даже если это, ну, нету тут ничего. Ну, понятно, если никто не видит, можно, конечно, если никто не видит. Фу. Ну и хер с ним, блин. Жалко, блин, насос у меня уплыл вместе с плавником от каяка. Фу. Наконец-то можно нормально сушиться, прям горячо, хорошо. О! Жизнь прекрасна все-таки. Сейчас сварил себе овсянки
С шоколадкой сейчас буду есть. Фу. Главное не спалиться. Не подпалить ничего. А то на радостях так можно что-нибудь. Вот это мне сейчас прекрасный урок. Вот этот вот перевертыш. Что не надо спешить. В любой непонятной ситуации лучше остановиться. Вот у меня сейчас было время там. На самом деле я увидел это дерево. Но потом думаю, смотрю, там оно пониже, там пошире, повыше точнее. И думал, может получится пойти где пошире, но нет, основное русло идет там, где низко. Вот. И у меня было время, в принципе, остановиться. Я мог где-то там зацепиться за что-нибудь и остановиться. Но вот так получилось, как получилось. В следующий раз я как бы буду знать, если уже увижу дерево, то лучше остановиться, осмотреться и принять решение. Да, вот и чуть самое интересное, ведь это то, что вот это самый старт. Я вот 2 мили проплыл, и вот такое случилось. Мне вот этой речки еще 20 миль где-то потерпеть, и дальше будет нормально. Где будет Миссури, там уже она будет более полноводная, глубоководная, будет нормально. Вот здесь вот здесь. А, собственно, так профессионализм-то и нарабатывается. Методом ошибок, вот таких вот перевертышей. Потом в следующий раз ты уже будешь знать. Вот я вроде 2 мили проплыл, а я уже примерно понимаю, как себя вести вот на такой реке. Вот я боялся в самом начале вот того порожка, но это вообще ни о чем на самом деле был, потому что были гораздо серьезнее такие, прям вода внутрь захлестывала от волн. То есть там вообще ни о чем было, а поначалу боялся. Но теперь я уже знаю, что там это была фигня абсолютно. Вот, уже за 2 мили какой опыт у меня есть сплава. Еще какой, блин, он весь мокрый. Ну, сейчас уже нормально, получше. Думаю, еще часик-другой, и можно будет чуть-чуть еще разобрать вещи там с рюкзака и посмотреть, что да как там. Сушу денежки. Не успел их нормально спрятать. Вот это, собственно, весь мой бюджет путешествия, блин. Сейчас еще, как обычно, вот первые дни, может быть, недели путешествия идет ломка такая. Наверное, вот первая неделя путешествия такая ломка, когда приходят мысли, думаешь, блин, да ну нафиг, сидел бы где-нибудь во Флориде у себя спокойно. Вот. Потом это проходит, и уже нормально все. У меня не знаю, какой период это будет. Но сейчас первое путешествие, в котором как бы у меня уже есть дети, по которым я скучаю, люблю. Раньше-то у меня никого не было, я уезжал, и то скучал. Сейчас, конечно, это пока еще на адреналине вот так, потому что есть чем бороться вот на самом старте с рекой. Потом не знаю, как будет. Потом река станет неспешной, спокойной. Будет уже, может быть, и погрустно как-то. Не знаю. Посмотрим. Первый раз у меня такой опыт. В панике решил, что насос-то уплыл, тю-тю. А он-то здесь лежит. Он за лодкой просто спрятался. Блин, я вообще счастлив. Капздец. Жизнь прекрасна, а? Спрятался такой, лежит еще под цвет камней. Реально под цвет камней, его не видно. Все, сейчас собираюсь. Уже временами солнышко проглядывается, погода такая уже потеплела. Хорошо становится, можно продолжать путешествие. Так, ну все, я готов дальше продолжать. Я даже не знаю, сколько я... Да, сушился я часа 3, наверное, если не 4. Как-то время быстро пролетело, но надо дальше. Надо дальше. Зато у меня еще теперь нет боязни промочить ноги. Иногда лучше промочить ноги, чем самому промокнуть насквозь. Я еще сапогов ведь не взял, надо было сапоги купить. Сейчас я почти на каждом повороте, перед каждым поворотом, точнее, когда есть тихая вода, останавливаюсь и оглядываюсь. Фух. Хожу пешкариком сейчас
по частям переношу снарягу. Обхожу завалы. С двух сторон 2 рукава и везде завалы. И там тоже дерево стоит. Так, ну что, 10 миль прошел. В принципе, неплохо. Ну, река быстрая, а что не идти? Учитывая, что я 4 часа сегодня еще стоял. Сушился. А вот там вот те горы. Вот, на горизонте. Вот в них река упирается. Вон там трасса видна 90-я. Река упирается в них и поворачивает на запад. И там уже до слияния с реками недалеко, в принципе. Попробую, может, сегодня до гор этих дойти. В очередной раз сел на мель. Как раз можно поснимать немножко, а то, когда идет экшен, у меня нет экшн-камеры для нее, а телефон доставать тяжело. Красота здесь все-таки. Так, ну чё, время 5, прошел я 14 миль сегодня. Вот, на сегодня, думаю, хватит. Просто я уткнулся там в этот... там дерево поперек стоит опять, короче. А обходить долго. Оставлю это на завтра уже. Сегодня хватит. Сегодня нормально прошел. В принципе, 13 миль это практически сколько? 20 километров. Это вообще отлично. Я думал, будет меньше. Ну, так как сегодня я с утра начал, думал, вообще я не смогу пройти столько. Но вот этот первый участок, вот сколько, миль 5, оказался самым сложным. Ну, плюс у меня еще опыта тогда не было. Вот. А сейчас я уже после 13 миль, на самом деле, такой опыт прям поднабрал. В общем, я понял основную фишку, что главное научиться хорошо управлять каяком и веслами. Вот. И в принципе основные сложности, их можно обойти, если будешь нормально грести. Вот. А сейчас буду сушиться, делать пионерский костер. На этот раз я на острове, тут песочек даже есть, то есть все по закону будет нормально. Сделаю пионерский огонь, буду кайфовать. Тут трасса недалеко еще, 90-я. Interstate 90. Фух, одно удовольствие сейчас костер разжигать. Дрова все подсохли. Да и топляка тут мерено-немерено. Кайфую вообще, Вася. Сейчас буду палатку ставить. Кайфовать. Телефон заряжать. Там сейчас рыбаки рыбу поймали. Сфоткались и выпустили ее. Блин, а я так есть хочу, капздец. Я вообще рыбку вообще съел бы. Попробую порыбачить, конечно. Они на форель ловят там своим методом вот этим, нахлыстом. А у меня спиннинг простой, я не знаю, что смогу поймать вообще. Попробую на воблер что-нибудь сделать. Посмотрим, что будет.
попробую спать с горячими камнями. От костра нагрелись прям. Очень горячий. Вот 2 положил. Посмотрим, насколько хватит. Но всяко лучше. Вот прям сейчас в палатке тепло от них становится. Прям жар такой идет. На котелок положил, на крышку от котелка. Хорошо.